На январь 2021 года в Башкортостане 7127 детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей. Они все стоят в очереди на получение жилья. Половина из них старше 18 лет, а значит, уже имеют право на квартиру. По закону жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, должны обеспечить муниципалитеты, то есть города и районы. Но предоставить квартиры всем льготникам сразу нет возможности ни у одной администрации. Глава Башкортостана Ради Хабиров в рамках рабочей поездки по Уфе в Кузнецовском затоне. Добрый день всем. Здравствуйте. 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 Вот наши ребята, которым вручаем. Здравствуйте. Поздравляю вас. Поздравляю. Долго, конечно, немножко пришлось подождать, но главное есть. А сейчас, чтобы жили здесь хорошо, радовались, семьи свои были. Я так понимаю, уже, наверное, женатые есть, и замужние есть, да? С семьями. Так что радуйтесь, в общем, вот так. Ну, а мы будем строить. У нас должок большой перед вами. Ну, вот потихонечку будем решать. Вот так, значит. Новоселье кто приглашает? Пойдемте чаю у кого-то попьем. Можно с вами? Здравствуйте. Слушайте. Десятый? Да. Поехали. А можно пока у девушек спросить, Ради Федорович? Вы какую квартиру получили? Однокомнатную? Да. Хорошая квартира? Еще не была. Это... Правда? Серьезно, да? Да, не А, было. сейчас идем. Ничего себе. У вас 10-й этаж, да? Да. Волнуетесь? Конечно. Столько ждали. Ждали, да. Да, у нас большой должок, очередь у нас большая, 7 тысяч. Вот, причем у нас количество сирот уменьшается каждый год, мы этому радуемся, да, понемножку. А очередь мы никак не сбиваем. Нам надо каждый год увеличить где-то процентов на 20, наверное, ну, 15-20 количество квартир. В этом году мы увеличили, вот посмотрим на следующий год тоже. Ну что ж, пока порадуемся за Пока тех, кто порадуемся, получили да. ключи. Ну что, так. Ну что. Все, проходите. Можно я тоже пойду? Мне интересно. Ну что? Клево, большая. Я думала, она поменьше. А, там еще комната Да, сюда. еще, да. Смотрите, вот здесь. Студия. Светлая, большая, клевая. Не светлая, Светлая, очень ага. красивая. Хорошая, да. А туалет как? Вот балкон. Балкон застекленный. О, застекленный уже, да? Ага. Слушайте, отлично. Анастасия, а знаешь, где будет школа? Настя, знаешь, где будет школа? Где? Дай покажу. Вот здесь вот на этом пустыре будет школа стоять. Вот здесь вот, да, мы ее ставим, да? Вот здесь будет школа. На 2200 мест. Это вот большая школа, да? Да. Она у нас по проекту или... По концепции сейчас вот. А, вот то, что по концессии, то, что мы с ВТБ, с вебом делаем, вернее. Школа будет. Садик строится уже. Садик строится уже. Садик строится, да? Первый, второй этаж уже построили. 1 сентября будет садик. В этом году? 1 сентября будет Ну садик. все, тогда что. А вот Посмотреть надо еще комнату, самую важную, наверное. смотри, ванна не пожадничали, это тоже. Да. Она не, вот, бывает совсем маленькая. Ага. Ну тут сами потихонечку себе уже под свой вкус. И плитку сделаете, и все, и шкафчики поставите. Здесь вот место для шкафчика есть. Что-то. А это прихожая, да, вот так вот закрыть. А вот здесь вот получается, видите, здесь сделали, кухню не стали обоим покрывать, то есть эту часть вы сами плиткой, наверное, отработаете. Это есть плитка. Ну что, Вода течет. сможете сами тянуть немножко? Сможете, да? Вы же работаете уже, да? Да. Ну, то есть
Скоро в декрет ухожу тоже. Ясно. Садик как раз вовремя. Поэтому первый вопрос на садик был, да? Ладно, от души поздравляем вас. Спасибо. Будьте счастливы здесь. Ну что, хорошие Хороший события? квартир. Еще что ли, рядом, да, получается? Ага. Ну как, посмотрел? А тут другая квартира уже, смотрите. Здесь однокомнатная. Там студия, а здесь однокомнатная. Ну как, Отлично, спасибо большое. сам сможешь обустроить там? Да, конечно. Ремонт где-то ручками там, тут уже под свой вкус? Ну, если честно, я уже подкопил средства. А, чтобы уже сюда да, поставить. да. Ну, молодец. Что? И вид хороший, мне кажется. А семья есть или да нет? Ну, на пути к этому идем. Да. Ну, теперь как раз, когда квартира появилась, уже... Сейчас уже более серьезно будем заниматься этой проблемой. Ладно, от души поздравляю. Спасибо вам большое. Да, всего доброго. Спасибо, Сергей Николаевич. Они, видимо, одна студия, одна однокомнатная, получается, вот так. Ну вот мы, смотрите, Рафич, вы сказали, на следующий год 200 квартир мы планируем. Да, по Уфе. И сдвинем немножко очередь. Очередь будет больше. Где-то... Нет, в этом году мы планируем 200, да? Да, Владимир Николаевич, в этом году 200, у нас очередь сейчас 800 человек, поэтому мы ее значительно уменьшим. Да, и финансирование... Но все равно в любом случае, в среднем, им приходится, вот с 18 лет, как правило, появляется, им приходится ждать от 5 до 7 лет, а реально вот 6-7 лет. Срок большой, видите, они уже все уже на ноги встают, они уже образование заканчивают. Тяжеловато им, конечно, потому что особенно... Ну, в некоторых районах, понятно, у нас же основная очередь, ну, в крупных городах, вот в Уфе основная очередь, потому что здесь в некоторых районах не существует очереди. Ну, в некоторых районах нет возможности строить, и очередь из 20 человек, она тупиковая, потому что не строительство. В некоторых, вы помните, у нас были большие скандалы, у нас никак не могли научиться нормально строить. У нас были большие скандалы в ряде районов, когда очень некачественное жилье сдавалось. И такое было. Сейчас мы вроде как с этим нашли решение. Наводим порядок. Дети переезжают все в Уфу, получают здесь образование и встают именно здесь в очередь. Да, конечно. Тут вот это Ну и еще потом, есть. опять же, сразу квартира в Уфе, это уже другая цена. Но рассматривали ведь наши депутаты возможности и необходимость изменения в закон, чтобы не было, чтобы был ценз оседлости, да. Но мы на это не пошли пока. Пока уж я думаю, что потихонечку. Это, скажем так, совсем туго будет, будем думать. А самое решать надо вопрос не так, а квартиры строить. Это да. Да, Уфа заинтересована в этих ребятах, потому что мы видим, что ребята все стремящиеся. Да, ребята все получают образование, работают. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Людмила, я хотела один буквально вопрос задать. У нас такой большой район, а вот детской поликлиники вот нету, к сожалению. Да, подождать придется. А сколько Мы здесь. примерно? Мы сейчас работаем над школой. Буквально я думаю, что через 2 года школа будет построена. Сейчас мы делаем проект. По поликлинике мы будем планировать в ближайшее время. Просто Ну, по да, детской. да, у нас это мы знаем. каждые, Тут район развивается. каждые 2 недели меняется именно по нашему участку. Очень молоденькие девочки, они не справляются. Хотя бы вот как-то, может быть, То есть более серьезно. повлияете, да, на более серьезного, опытного Я сейчас вот врача. еду на работу, я с министром сразу переговорю. Что касается поликлиники, я думаю, что мы отработаем в ближайшее время. У нас здесь запланировано на улице... Испытатели 21 600 квадратных метров. Это в той стороне часть. А там строится... Нет, она в жилом доме, В первый жилом доме этаж. строенный, да. Ну хотя бы так пока. А для взрослых хотя бы Детский, маленькие взрослый. кабинеты? Детский, взрослый. Спасибо. Спасибо До свидания. большое. Живите До счастливо. свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела, как житель микрорайона этого, обратиться к вам, помочь с одним вопросом. У меня даже по этому поводу обращение готово. Ну, помогите, пожалуйста, в решении это по поликлинике. Сейчас... Вот сейчас только отвечал. на вопрос. да, Минэкономразвития, там должен ответ. Вот Я глава, прям он вам сейчас звонила. скажет. Пожалуйста, прямо просим, мы потому что ждем эту поликлинику. А пока вот у нас же все-таки здесь врачи приходят, они как, ну все равно Вы хотелось знаете, бы. им тяжело. Вот я уже и от врачей обращалась.
потому что они работают или живут в других местах, им дан автомобиль, но этот автомобиль пока развезет, это по всему Кузнецовскому району, это и для детей, и взрослым. И они очень, вот в детской поликлинике у нас даже месяц не держится, если честно, врачи. Все понятно. Им очень тяжело, вот. До Решилась конца года поликлиника будет сделана, 600 метров квадратных, там будет и детская. Там есть, да, 700 квадратов, но они по РЖС, я уже вот недавно на днях звонила с ними, общалась по этому поводу, сказали, что они не могут пока начать перепланировку, пока подтверждение, что выделили деньги. Что делать? Вот Что это, делать? Что делать? Не пожалуйста. переживать. Да, и вот и по школе еще, там и с лесом тоже проблема, пока с министерством лесхоза. Это точно не ваша забота. Нет, Самое главное по школе, чтобы мы же, знаете, школа у нас как бы мы ее делаем по концессии. То есть нам ее будут строить, мы будем потом платить там на протяжении определенных лет. Когда люди увидят, что началось что-то делать, да, они уже вздохнут, вот как садиком тоже. Садик вздохнули, да? Да, но получается, но все равно детей очень много. Вот каждый Ну, двор это я вот здорово. захожу, это вот, не знаю, здорово. это 260 мест, это точно не Ну, покроет. потерпите Потом- немножко, ладно? Потерпите. Это все-таки, я говорю, это новостройка, немножко, чуть вот мы где-то идем. Да, мы уж как можем, как говорится. Эта школа обязательно, вы понимаете, школа будет большая, огромная школа, она на более чем на 2000 человек. Одна из самых больших в школе будет, если мы вот так, вот наши планы, она будет вторая по размерам. Вот первая в Винорсе очень большая у нас школа, а это будет вторая. Сергей Николаевич, вот мы когда приходим, понятно, что вы общаетесь с людьми, но у людей постоянно вопросы. Вы здесь проведите где-то управдом, то, что я говорю, ответьте давно, им надо ответить на вопросы, когда школа, когда садик, когда поликлиника. Это надо с людьми встретиться и поговорить, ладно? Нет, вот мы, это нашей главой Видите нашего его, да? Кировского района, он для нас лично устраивал. Я Ну вот, лично а чаще сама надо ходила. разговаривать. Просто мы не останавливаемся, думаем, пока нет, а вдруг вот вопросы Ну, вот какие-то. периодически, и- да. поэтому надо периодически отвечать на ваши вопросы. Ладно, Хорошо, будьте здоровы. спасибо. 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 Пока. Явно совещание, наверное, будет, да, по Кузнецовскому затону? Нет, совещания мы не будем. Здесь нормально идет Планово. в рамках того, что мы планируем. Поэтому здесь просто я говорю, что почаще надо общаться с нашими коллегами.